Коронавирусная инфекция идет на спад. В Москве, например, по данным Оперштаба, буквально на днях выявлено менее 5% зараженных, чем обычно. Затишье перед бурей. Так прокомментировали статистику специалисты. По их прогнозам, скоро ожидается новый всплеск заболевших. Катализатором послужит похолодание и начало учебного года. К счастью, среди детского населения ковид хоть и имеет распространение, но заболеваемость в разы ниже, чем среди взрослого населения, и нет таких тяжелых случаев. Поэтому в эпидемическом значении, конечно, вот то, что дети встречаются 1 сентября, учатся, в самом распространении среди детского населения это не играет роли, но играет роль как переносчика. Но в последнее время помолодели летальные случаи коронавируса. Молодежь тоже болеет. Есть вероятность, что сезонный грипп вытеснит ковид, отмечает Роспотребнадзор. Возможно заболеть гриппом и коронавирусом одновременно, а это повлечет за собой серьезные последствия. Обе инфекции целятся прямо в легкие. В зоне риска люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями и беременные. Выход всего один, заявляют госсотрудники – вакцинация. На сегодняшний день у нас на территории республики, на территории всей страны уже действует несколько видов вакцин, то есть у людей есть выбор, каждый может для себя определиться, какую именно вакцину ему делать и как себя предохранить от заболевания. Как уже не раз говорилось, однозначно 100% эта вакцина может не защитить от заболевания, но в любом случае от тяжести, от тяжелого процесса, конечно, вакцина защитит. Каждая эпидемия возникает и протекает по-разному, и новые штаммы коронавируса на эти процессы никак не влияют. То, что сегодня происходит, у нас как бы уже было 2 цикла подъема. Помните, в прошлом году это было апрель-май, и спад был в июне-июле. В конце прошлого года у нас был подъем где-то в октябре начался, октябрь-ноябрь, максимально декабрь, и потом же на спад прошло. И, в принципе, каждая эта волна, так называемая, она занимает около 3 месяцев. Вирус путешествует и мутирует по всему миру. Если в прошлом году по всей стране к началу осени статистика зараженных не превышала 7 тысяч, то сегодня отметка твердо стоит на 17 тысяч заболевших. Начало сентября прошлого года у нас было занято около 300 коек в среднем, а сейчас у нас занято около 400 коек специализированных. То есть мы понимаем, что, в общем-то, заболеваемость идет несколько выше. То есть каждый раз, каждый подъем заболеваемости – это еще один круг, идет подъем, максимальная точка, спад. Но мы видим, что процесс, в принципе, он как бы утяжеляется. Актуально теперь привиться не только от ковида, но и от гриппа, заявляет Роспотребнадзор. В стране уже были зарегистрированы случаи заболевания в конце июля. Вакцина от ОРВИ уже поступила в регион. Это 3-валентная вакцина Savigripp. Она показана, практически противопоказаний у этой вакцины нет. Она показана людям и старшего возраста, старше 65 лет, и младшего возраста, и беременным женщинам. То есть и, безусловно, взрослому здоровому населению, конечно, тем более. Поэтому еще раз хотелось бы напомнить нашим телезрителям, указать на важность того, что важно не только провакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, но своевременно получить вакцинацию и от сезонного гриппа. Маски, перчатки и социальная дистанция – меры, которые необходимо соблюдать в любом случае, отмечают специалисты, даже тем, кто прошел вакцинацию. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.